Ассаляму алейкум, Надирага, Саулан, что пришли. Э, Честно говоря, я очень рад, что вы находите время, чтобы уделить этому проекту свое драгоценное время. И сегодня я хотел бы с вами поговорить, обсудить такую большую тему, большую, сложную, бурно обсуждаемую и до сих пор актуальную тему, как скифы, да, и в формате скифов киммерийцы, да. Но хотелось бы, скажем так, разобраться в этом вопросе. И что бросается в глаза сразу, что много народов, которые претендуют на наследие скифов, то есть себя приписывают к этому народу. Есть целая куча легенд, целая куча мифов, связанных с этим народом, этосом, народом. Сейчас будем во всем этом разбираться. И я хотел бы, чтобы сегодняшний наш эфир хоть какую-то ясность в эту тему внес. Ну, я сразу скажу, что какую-то ясность мы внесем, но надо понимать, что это какая-то ясность, а не абсолютная, потому что при том, что этот народ как бы хорошо описан в разных античных источниках, и археологические есть находки и всякое такое, но на самом деле дело было слишком далеко, раз, от нынешних времен, и во-вторых, на самом деле тема скифов, а я бы сказал еще и киммерийцев, она в последующее время, причем иногда через тысячелетия, очень активно использовалась и продолжает использоваться для того, чтобы строить некоторые политические концепции или конструкции, которые бы могли лечь в основу тех или иных претензий тех или иных народов там, на Крым, или их поведения, или даже не народов, а государств. В XVIII веке, как ни странно, в Речи Посполитой шляхта разделяла убеждение, что вот они, польская шляхта, они потомки сарматов, это чуть более поздний народ, а вот хлопы, то есть простонародье польское, которое там крепостные, не крепостные крестьяне, они славяне. И это даже была такая мода делать портреты, заказывать портреты художникам, условно говоря, сарматском таком облачении. То есть, вот как бы даже при том, что поляки все-таки это европейский народ, где-то западноевропейский народ, католический народ, а вот тут, значит, вот для шляхты как бы импонировало считать себя потомками сарматов, азиатского народа, там, воинственного, который тоже во всякие там летописи вошел и всякое такое. Но это, скажем так, довольно безобидная вещь по нынешним временам. Что касается скифов, то не стоит начинать с них, надо начинать именно с киммерийцев, потому что, опять-таки, по античным источникам получается так, не совсем как бы четко и ясно, но получается так, что первые эллинские поселенцы в Крыму застали скифо-киммерийскую войну. И хотя потом большую часть жизни в Крыму, вот эти эллинские колонии, они жили при скифах первые века, но, тем не менее, они застали еще и киммерийцев. В настоящее время до нас дошло два изображения киммерийцев, может, они где-то еще есть, но вот одна с этрусской вазы, изображение киммерийцев, скачущих на конях, два киммерийца, рядом с ними какая-то собака, и они стреляют из лука в полоборота назад. Но, как вы понимаете, на охоте вряд ли нужно стрелять в полоборота назад, если ты гонишься за оленем там или кем-то. Это именно боевой прием, который, если вот задуматься, он дошел в тактике и в технике кочевых степных народов как актуальный прием аж до XVIII века. Вот представьте себе, киммерийцы, которые появляются где-то на правобережье Волги, ну, по современным данным, где-то в X-XII веке до нашей эры. Это ваза где-то там V века до нашей эры изображение. И вот этот прием, там 1200 лет, здесь 18 веков. То есть 3000 лет кочевники используют вот этот прием стрельбы в оборот назад, причем в разных направлениях. Но это совершенно не случайно, что это русский, кто там, автор, художник, изобразил именно это, потому что это была такая вещь, которая удивительным образом была не просто, как бы одним, так сказать, из трюков там, или одним из приемов военных. Во-первых, европейские
всадники практически до конца существования конницы, они никогда не использовали этот прием и не умели просто его использовать. Для этого нужно было с детства сидеть в седле и действительно уметь там вытворять в этом седле ну, все что угодно. В любом положении стрелять из лука. А во-вторых, благодаря этому приему, как раз это один из приемов, который помогал кочевникам побеждать европейские армии. Вот считайте, вот эти самые 3000 лет. Только появление полевой артиллерии, когда относительно небольшие пушки, но все-таки благодаря этому быстро перезаряжаемые, до того, как конница подступила на расстояние выстрела, или даже после того, как она сделала там первый залп, они могли сделать там 2 или 3 залпа успевали сделать по наступающей, по атакующей коннице, и ну, сметали практически ее тогда. Потому что если летело ядро, даже пусть небольшое, оно, конечно, убивало не одного там всадника, а просто ну, сметало, так сказать, целую череду наступающих. И с этого началось ну, такое явное преобладание европейских войск, включая русские войска, вооруженные огнестрельным оружием. Уже там всякие там пищали, мушкеты, они играли тут дополнительную роль, потому что лучший мушкет мог выстрелить 3 раза там, за минуту, и то, наверное, не всегда. А лучшая пехота 18 века европейская стреляла от 5 до 7 раз за минуту из ружья на расстоянии, ну, где-то там 200-300 метров. Причем стреляла неприцельно, и поэтому использовался вот этот знаменитый линейный порядок европейской пехоты, когда огромное количество людей выстраивало и палило в ту сторону, так Просто, что да, в ту называется, сторону. да. В кого попадет, Ну, того залп, попадет. условно. Залпом, да. И вот самое важное было как бы подряд стрелять, чтобы пока на тебя наступает, вот летели пули, одна туда, другая сюда, это в тебя, там еще Да. куда-то. Так вот, а у конников, у степных, удавалось выпустить 12 стрел, а то и больше, ну, там какие-то рекордсмены были. Вот 12 стрел за минуту, и которые били тоже на 300 шагов. И, по сути говоря, это было долгое время дальше, чем аналогичные какие-то европейские луки. Во-вторых, это было массово. В-третьих, это было вот на скаку. И, что интересно, при отступлении. Вот знаменитая тактика, когда после первого натиска кочевники отступали, за ними бросались в погоню, а они отвечали вот такой практически стеной стрел. То есть укрыться от них было невозможно. Даже если всадник был защищен там каким-то доспехом, ну, во-первых, там были незащищенные части тела, там руки, ноги, а знаете, со стрелой в ноге там, или с 2 стрелами в ноге ты уже там через несколько минут, через там, полчаса становишься небоеспособным. Кони были, поражались и так далее. Поэтому вот это умение стрелять с полоборота и массово, и буквально выстраивать стену стрел, и в наступлении, и при фронтальной атаке. То есть там было знаменитое вот такое колесо, когда это у крымских татар очень часто вспоминается, те, кто с ними соприкасался. Но это было не изобретение крымских татар, это было гораздо раньше, когда вот такая строй всадников как бы кружил таким колесом, и каждый выпускал стрелу, и несколько минут получалось, что вот просто было некуда Непрерывный деться. залп. Да, просто некуда деться. Это был даже не залп, это шла сплошная стена стрел в течение минуты. И даже если ты тут укрылся, там тебя открыто, тут еще Ну, что-то, тут понятно. еще что-то, это давало огромное преимущество. Поэтому не случайно вот такой очень интересный сюжет выбрал вот этот русский автор для... Это было не просто погоня за экзотикой, а это было очень, как бы он оценил важность вот этого элемента в военном деле киммерийцев. Ну и второе изображение киммерийцев — это греческая ваза, где киммерийцы так в полуприседе, уже без коня, тоже стреляют из лука. То есть они были по тем временам знаменитые лучники. Нужно будет обратить внимание на их одежду. Ну, вы по ходу это покажете, иллюстрация. Одежда степняков, начиная с киммерийцев, имеет тоже большое значение в том смысле, что она, во-первых, идеально приспособлена для 2 вещей. Первое — это жизнь на коне. Практически большая часть времени человек, чем бы он ни занимался, кроме того, ну, даже и автор какие-то отмечает, что и спали в седле. Вот, ели в седле, вот, и разговаривали там, и передвигались. А второе — это для
ну, достаточно суровых условий евразийских степей, в том числе даже там, где это недалеко от Крыма, потому что, ну, это вот сейчас, когда едешь в машине, на поезде там или где-то там, выглядываешь в окно, там красиво, травка, там, значит, солнышко светит. Но дело в том, что люди-то жили в степи круглогодично, не только как туристы, выезжая на пляж там, или на рыбалку, или на пикники. Это были, а попробуйте-ка пожить в степи зимой, когда ветры, когда очень мало топлива, деревьев же нет, каменного угля тогда тоже еще не открыли на Донбассе, он там где-то внизу был. Вот. Это значит навоз, это сухая трава, это нужно беречься от холода. Сидеть в юрте, там, в кибитке все время невозможно. У тебя скот, за ним надо смотреть. Ты должен быть, опять-таки, на коне за этим приглядывать. И одежда была очень продуманной с точки зрения, насколько было по тем временам возможно, для того, чтобы переносить и жару, и холод. Особенно холод, пронизывающие ветра вот в таком климате. Но что же тут у нас со скифами и киммерийцами? Вот описывается скифо-киммерийская война. К тому моменту, когда эллины высаживаются в Крыму, выясняется, что уже за тем, что мы сегодня называем Перекоп, там уже живут скифы. Киммерийцы живут только в Крыму. Причем они постоянно ожидают нападения от скифов, видимо, уже какие-то столкновения были, и киммерийцы проиграли. Ну, очевидно, потому что если киммерийцы жили от Волги по всему Причерноморью, а тут за Перекопом скифы, а киммерийцы в Крыму, ну вот, очевидно, киммерийцы проиграли скифам. Есть разные версии. Некоторые ученые считают, что это как бы разные совершенно народы, некоторые считают, что они родственные народы. Но опять возвращаемся к слову народ. Родоплеменные союзы. Не народ в нынешнем понимании с общим государством, общей территорией, общим языком, общими дорогами, общей валютой. Ничего этого нету, понятное дело. Это близко родственные по культуре, по языку племена, которые, несмотря вот на эту близость этническую, далеко не всегда себя рассматривают как, ну как вам сказать, как друзья и родственники. Опять-таки, многие, так сказать, авторы нынешнего времени, когда об этом пишут, вот там напали, или там вот какие-то дрязги там. Послушайте, а давайте посмотрим на историю каких-то других народов, ну, допустим, европейских, да, разных. Скажите-ка мне, сколько было войн между германцами? И в эпоху переселения народов там готы с франками, готы с лангобардами, вестготы просто против остготов там, и так далее. Возьмем более позднее время. То же самое там. Германия нападает на Бельгию. И там германцы живут. Французы отчасти тоже потомки германцев, франков там, и так далее. Сколько было сколько воевали между собой славяне? Поляки с русскими, украинцы с поляками, там, еще кто-то с кем-то, сербы с хорватами и так далее. То есть, почему-то то, что считается, ну, как бы, ну, понятным, как бы объяснимым применительно к другим народам, тут иногда начинает а как же они, ну, как могли? Вот, к сожалению, так, да. Была конкуренция за землю, за пастбище, за доминирование в степи политическое. Вот так и случилось. И что интересно, до столкновения киммерийцев со скифами у них состоялась своего рода гражданская война внутри Крыма. Ну, видимо, не очень большая. Ну, где она тут может быть большая? Причем она прошлась по классовому признаку, что называется. Значит, простонародье киммерийское, ну, условно, простой народ, был готов сдаться скифам, а знать киммерийская выступала за войну против скифов, за вооруженное сопротивление. Это имеет особое значение, я позже это прокомментирую, потому что это очень характерная вещь. Почему, расскажу чуть позже. Начались столкновения между киммерийской знатью и простым народом. Ясное дело, что в этой войне они сильнее не стали. В конце концов, знать победила. Ну, наверное, лучше была, так сказать, вооружена, обучена и так далее. И в конце концов состоялась скифо-киммерийская война уже. Скифы ворвались в Крым с севера, где-то очень неизвестно. Ну, наверное, не одно сражение, несколько было. И киммерийцы вынуждены были оставить Крым. Вот тут тоже начинаются загадки. Потому что буквально там в считанные годы после этого на противоположной стороне Черного моря, там, где сейчас Северная Турция, значит, образуется на 200 лет Киммерийское царство. Ну,
кто представляет себе географию и физическую географию, довольно трудно объяснить, каким образом киммерийцы из Крыма, если с севера атаковали скифы, если на Северном Кавказе в степях уже жили скифы, каким образом они таки прорываются через все эти очень сложные довольно препятствия, через вражеский строй, считай, попадают в обход Черного моря на противоположный берег, и на 200 лет там создают царство. Через 200 лет оно тоже схлопывается. Почему? Ну, потому там сразу несколько причин. Потому что Турция, гористая страна, это не степь, это не то, к чему привыкли киммерийцы, а соответственно, там табуны скота пасти, как это делалось в Крыму, невозможно. Их или просто нету, или невозможно пасти. Коней столько нету. Сами пришли на чужую территорию, очевидно, в качестве военной силы. Установили здесь свою власть. Понятно, кругом все враги. Кроме того, за спиной оставили скифов, которые им тоже не рады. И тоже у скифов в том числе бывали походы в Малую Азию. То есть через 200 лет киммерийцы, как вот обозначение такое этническое, оно исчезает с карты земли, а в Крыму воцаряются скифы. Я сегодня еще вернусь к киммерийцам, будет понятно почему. Сейчас я как бы о них рассказываю не все. Скифы, опять-таки, по античным источникам точно так же появляются откуда-то с востока, занимают причерноморские степи, потом они появляются в Крыму. И вот Геродот, в частности, пишет о том, что скифы состоят из 7 племен, из которых, каждый из которых говорит на своем языке, это важно, и одно из которых говорит по-эллински. Ну, то есть, это вот откуда, ну, значит, где-то скифы раньше встречались. Может быть, скорее всего, это тоже какие-то эллинизированные скифы, то есть, первый контакт происходит даже не в Крыму. А может быть, еще на подходах, может быть, на Северном Кавказе, где тоже были эллинские колонии, там, где сейчас Краснодарский край находится. И что про киммерийцев, что про скифов, античные источники употребляют такое, ну, как бы, ну, сбоку с припеку слова млекоеды, еще доители кобылиц. То есть, лошади грекам известны. То, что на них можно ездить, то, что там возить, конница известна грекам. А вот у скифов, и впервые так киммерийцы говорят, это доители кобылиц. Вот что шокирует эллинов, и они говорят, да ничего себе, а что, оказывается, что, в самом деле, что ли, можно? Вот. И да, и, в общем-то, все исследователи сходятся на том, что это в том числе кумыс, и это в том числе конина, и киммерийцы, и скифы едят конину, и для греков это тоже шок, но ничего себе. Значит, и они стрелки тоже очень хорошие. Вот, они преобладают над киммерийцами, побеждают в войне. Но я вообще по этому поводу должен сделать одно замечание общего характера, что Крым, если мы говорим только о полуострове, Крымский полуостров, он никогда не мог себя отстоять сам по себе военным путем. Для того, чтобы Крым существовал как, ну, некая там, я не знаю, общность государства и так далее, обязательно вот та власть или тот народ, который доминировал в самом Крыму, в северной его части, степной части до Перекопа, обязательно должен был иметь свое продолжение в причерноморских степях и в Кавказских степях. Если это так, то есть Крым, полуостров, мог быть только частью чего-то более общего. Самостоятельно он не выживал. По нескольким причинам. Во-первых, в Крыму, вот именно в самом полуострове, ну, практически никогда не было достаточно ресурсов для того, чтобы прокормить себя. Потому что до обводнения Крыма, там уже в 20 веке, фактически Крым, степная часть Крыма, это в летнее время это была полупустыня. Ничто не росло. И имелось в виду, что не только земледелием трудно заниматься, но и скотину пасти негде. Поэтому вот уже в последние там, века все об этом знают, что в Крыму были летние весенние кочевки, то есть весной, когда там траву сюда пригоняли скот, массово. Я не говорю об отдельной корове или там 2 лошадях. Речь идет о табунах. Они съедали эту траву, потом они уходили на север,
попозже, потому что там реки, там источники воды, там гораздо больше простора. И что земледелие в Крыму, что скотоводство в Крыму, вот если оно ограничивалось, вот что имеем, то и едим в Крыму, оно никогда не было достаточно. Тут нужно было либо жить за пределами Крыма, либо торговать активно, если было чем. Вторая составляющая этой проблемы, что в Крыму вот из-за этого самого как раз не могло быть очень много населения. Поэтому, если к Крыму подходила какая-то сила этническая, какой-то народ с севера или с востока, со стороны Кавказа, то получалось, что, собственно, крымских сил не хватает. Ну, вот потом примерно раскладу, как я говорил раньше, что примерно 20-я часть жителей может носить в руках оружие, там лучше, хуже, но хоть быть способными его носить и участвовать в военных действиях. Соответственно, там из-за Перекопа или там со стороны Керчи, со стороны Кубани, там могли быть куда большие силы, поэтому сразу создавался огромный военный перевес. Сам Крым в этом смысле отстоять было практически невозможно. Вся история это показывает, вплоть до Врангеля. Вот. И вот это вот сходство между киммерийцами и скифами, конечно, наводит на мысль о том, что они, возможно, были родственниками. Правда, есть еще одна версия, что вот это киммерийское царство в Малой Азии сразу было создано ими, дескать, киммерийцы не заходили в Крым, а вот или какая-то ветвь их, по крайней мере, прошла по югу и туда попала. Но вот все-таки большинство исследователей сходится на том, что киммерийцы каким-то образом после поражения перед скифами ушли в Малую Азию. Ну, тогда это надо объяснить. Ну, не по воде, а Ну, а как по воде? суше Это имеется степной в виду. народ, да. И там за 2 недели лодки не построишь. Если вот тут уже враги, ты им проиграл, тебе надо уходить с этого. Времена были беспощадны. А Тебе- эллины, греки в то время были... Эллины, они, что интересно, вот, кстати, тоже надо понимать, что точно так же, как вот и в последующие века, тысячелетия, между Степным Крымом и за Крым, за полуостровом, да, жили и вот горно-лесным Крымом и южнобережным Крымом фактически никогда не существовало устойчивой вражды и противоречий. Не, ну там какой-то грабительский набег. Вот кто-то впервые в Крым ворвался, ну ему тут интересно, а что там есть? А там за поворотом, а за той горой. Такое могло быть. Но так, чтобы как бы эти регионы, вот Южный Крым, горно-лесной южнобережный Крым и Степной Крым, и даже за пределами Крыма между собой находились в устойчивых враждебных отношениях, этого не было. По очень простой причине. Потому что способ хозяйствования кочевников, вот им горный лесной Крым просто был не нужен. Он просто был не нужен, потому что табуны лошадей, так как там нужно было на десятки тысяч, а то и больше, держать в цепи, в горно-лесном Крыму нельзя. Жить кочевым образом жизни нельзя. Значит, южный берег, где можно только ловить рыбу, а там на лошадке можно проскакать, там как-то и убежать, и все. Поэтому не было конкуренции хозяйственной. Наоборот, в каком-то смысле всем было выгодно, чтобы северным кочевникам и вот южной части Крыма жить в мире и согласии, потому что можно было чем-то торговать. Вот уже позже, когда появились те же фрукты, потом там сухофрукты, там еще что-то, я мог шкуры привезти с севера, мясо там, еще что-то, соль, допустим, с Перекопа, а тут я мог получить фрукты, тут я мог заморские товары получить. Кстати говоря, с этим связано и особое положение эллинов, потому что как-то так общим местом, так сказать, в подаче истории, в российской, в советской было, что вот там какие-то опять кочевники грабили эти эллинские города, там, значит, слушай, грабили, они там до генуэзцев дожили. Опять-таки, почему? Потому что город можно один раз ограбить, ну там тяжело дается, ну все, ограбили, сожгли, в конце концов. 10 лет на это убили, сожгли, ограбили. Что дальше? А дальше понятная вещь. Дальше на это место никто больше сюда не приедет. А на черта нужно, когда мы знаем, что там такие живут, которые эти города грабят, жгут. Ты что же мы к волку впасть туда полезем? Ни в коей мере. Кочевникам как раз было очень удобно, что, смотрите-ка, мы этим не занимаемся, а вот приехали в какой-то там город, мы знаем, да, там какие-то странноватые живут, на нас не похожие, там конину не едят, кумыс не пьют, но, значит, у них можно стекло купить, у них можно там какие-то ткани купить,
У них можно вино купить там, потому что до ислама еще было Ну, далеко. торговля была известна. Конечно, да. И тем тоже было хорошо. Шкуры привезли, рабов привезли и так далее. Милое дело. Так что нам друг друга грабить? Конечно, не исключались какие-то конфликты, там всякое такое. Ну, и сейчас Ну, это бывает, полно-полно, да. а уж тогда что говорить. Но так, чтобы как бы целенаправленно, нет, мы их там снесем в море, ни у кого такого в голове не было. Точно так же, как у греков, по сути, ну там вот у эллинов были вдоль ну, Евпаторийского побережья, как считают многие авторы, были посевы и так далее. Но опять-таки вопрос. Если у них там были земледельческие угодья, садили пшеницу, ну, через какое-то время после, вот, уже не только виноград там в Херсонасе, то это тоже требовало определенного сосуществования. То есть, ну, вот представьте себе опять-таки картину. Вот ты там выходишь с военным отрядом, не знаю, 200 человек, и вот вы там, я не знаю, месяц пашете где-то землю, сажаете там пшеницу, к примеру, да? Вот. И либо тебе с этим военным отрядом надо дневать и ночевать, пока эта пшеница вырастет, да, и это тоже большой вопрос. Либо, значит, если ты во враждебных отношениях с кочевниками, то ну, они придут на это дело, посмотрят и скормят своим лошадям. Скажут, ах ты вот гад вот так, да? Ну, ешьте лошадки, пожалуйста. Значит, или сожгут, когда он вырастет. Или ты будешь там. Так еще надо учесть, что у эллинов был рабский труд. И представьте, что там на полях работают рабы, ну да, над ним какой-то там стоит там десяток солдат, да? А тут появились кочевники и говорят, ребята, мир, труд, май, значит, там, мы вас освобождаем. Конечно. Долго это продержится. Это могло продержаться десятилетиями, столетиями, только если между кочевниками, ну, кемерийцами или скифами, и уже позднее тоже. И эллинами был как бы мирный договор. Ребят, мы вот там посадим, вырастим, соберем, вам неплохо, вы этим не занимаетесь, часть пшеницы вам, допустим, там, или еще что-то, договариваемся. То есть как раз, как бы это сказать, мирные отношения в Крыму между севером и югом Крыма и между эллинами и остальным населением Крыма со временем, там первые столкновения с таврами, понятно, они заключались в том, что вот такое сосуществование всем было выгодно. Никто ни с кем не конкурировал, а наоборот друг друга дополняли. И, кстати говоря, это с тех пор сложило вот в традиционной крымской культуре вот эти основы религиозной и этнической терпимости. То есть, поскольку нам всем это выгодно, то мне не так важно, как выглядит там, какое у него там лицо, какая у него одежда, на каком языке говорит, потому что мы, оказывается, прекрасно ладим в том, что нам нужно. Так вот, уже теперь со скифами. Значит, само слово скифы. Во-первых, надо понять, что когда говорится о 7 племенах, очень возможно, что это, опять-таки, даже не, так же как и тавры, не один этнический народ. Возможно, что это как бы 7 разных, условно говоря, народов. Возможно, что они где-то представители одного этноса, ну там по каким-то крупным образованиям. Может быть, что какая-то часть скифских племен была одного этнического происхождения, другая других. Какие-то могли быть смешанные. Я это не случайно все говорю, потому что сейчас следующее мои рассуждения покажут, почему я так говорю. Одно из скифских племен, то есть из 7, одно говорит по-гречески. Уже мы его обсудили. 6 остается. Вот. Считается, что скифы жили не только, мы тут знаем про Крым, при Черноморье, а считается, что скифы жили и, ну, там, где сейчас называется Казахстан, и Средняя Азия, там их называли саки и массагеты. Значит, их попытались покорить персидские цари. Сначала Кир, это где-то 5 век там, до нашей эры, он через Среднюю Азию послал армию, в общем, плохо кончилось. Он жив остался, вернулся, но ничего у него не получилось. Дарий попытался хитрее поступить, но немного. Он через Малую Азию, через Босфор переправился, через Балканы, через нынешнюю Румынию зашел на скифов с запада. И то же самое проиграл. Скифы вымотали его партизанской войной, постоянными отступлениями, ночными нападениями, потом погонями. В общем, они едва ноги унесли персы. Вот. При всем при этом, в общем-то, достаточно хорошо понятно, что скифы себя скифами не называли. Никто из авторов не говорит, вот они себя называют скифы. Скифами их назвали греки. Начинаются вопросы давние. А что это за слово, откуда взялось? Пока археология, ну и вообще вот такая историческая наука еще не очень была как бы сильно развита, ну как сейчас, по крайней мере.
многие источники там всякие были, то в 19 веке преобладала точка зрения, что скифы были тюрками. А потом появилась иранская версия. Сейчас как бы мнения историков, в зависимости от того, кого возьмешь, по-разному говорят. Часть историков продолжает стоять на позиции, что это тюрки или прототюрки. А часть историков, ну, просто безапелляционно заявляют, нет, это иранские племена. И причем так, знаете, вот иранские племена, все они там, вот тут скифы, там эти И в Сибири, сарматы, везде, да? да, везде иранские племена, и точка там, значит, и все. А ты говоришь, ребят, а где, как это в «Красной жаре» в этом фильме? Где ваши доказательства? А их нету. Вот. Но это настолько сейчас вошло, сплошь и рядом, что как бы никто и доказательств не просит. Тут иранцы и все. Вот тут, извините, я вот на этом месте прервусь и сделаю довольно большой виток в сторону. Почему? Потому что будет понятно, кто такие скифы, и киммерийцев тоже мы подойдем немножко позже. Речь идет о том, где находится прародина тюрков и кто такие прототюрки. Общее место в исторической науке к настоящему времени, что прародина тюрков – это Алтай. И вот, дескать, вот они потом волна за волной там шли на запад и всякое такое. Хорошо, допустим, я пока говорю допустим. А что же тогда вот в этих степях? А вот в этих степях жили арии, арийцы, там, ну, те же самые иранцы, они, по сути говоря, потому что, кстати говоря, Иран – это Ариан на самом деле, арийская земля. И вот они жили и на Урале, вот они жили в Черноморье, и вот поэтому и скифы оттуда же, и все они оттуда же, значит, да? Ладно, допустим. Вопрос, а куда они делись? И вот тут, без всяких внятных объяснений, говорится, можете посмотреть, ну, большой спектр литературы, что арии там где-то там, я не знаю, там какие-то там 1000 лет до нашей эры, там 500 лет до нашей эры, там, ну, по-разному, там, кто на 1000 считает, кто на сотни лет. Они, значит, покинули эту территорию и мигрировали на юг. Добровольно, да, погибли? Во-во-во, вот у меня с этого момента начинается вопрос. Так подождите, вот, во-первых, мигрировали на юг, а потом еще продолжение вот этой миграции на юг и образование вот нынешнего Ирана, Ариана, ну, он тоже же, то, что сегодня какая там страна, это же не означает, что именно такая она там вот, всю жизнь, там, севернее, южнее, больше границ, меньше границ. Это пространство, да, такое иранское. Самое интересное, что опять никто не оспаривает, что в каком-то прошлом арии через тяжелейшие переходы в горах вторглись с севера в Индию. И вот нынешние северные индийцы, вот те, которых мы называем индусы, и вот эта вся индуистская религия, это древние арии, которые пришли с севера-запада, значит, через горы, через всякие там гиндукуши, и завоевывали Индию, там, и вот, наконец, в Северной Индии они установили свое господство, множество княжеств, кастовую систему и так далее. У меня простой человеческий вопрос. Ребят, а что вас всех понесло? Вас понесло ведь потом, ну, получается, что вот арии, иранцы ушли, и вот с Алтая, значит, на запад что-то стали тюрки заселять эту территорию. Ребят, если тюрки с Алтая на запад идут по этой территории, ну, значит, на ней можно жить. А чего вы с ней ушли? Иногда пытаются это подать таким образом, что, дескать, тюрки, ну, понятно, кровожадные, ну, как всегда там, безобразники такие. Вот они на хороших таких ариев, в общем, и вот все. Ну, варвары. Да, ну, понятное дело, да, ну, что говорить там, да. Азиас. Вот, значит, они вот этих хороших ариев вытесняют, и арии, бедолаги, значит, на юг мигрируют. Послушайте, но этому противоречит тоже отстаиваемые любителями ариев и иранского, так сказать, населения Северного Причерноморья и всех степей, одна очень теория, которую они же вот просто вот до зубовного скрежета отстаивают. Внимание, очень важную вещь я сейчас говорю, что именно североиранские народы, племена, они первые приручили лошадь. И что вот у них, скажем, одним из таких больших достижений было создание боевых колесниц.
что многие народы, вплоть до в будущем Египта, вот они это все переняли у ариев, которые вот сумели делать такие повозки, там, они там вот на других, так сказать, неорганизованную толпу в этих повозках ехали, еще из луков стреляли, копьями кидали, еще лошади их топтали, или вдоль там фронта они, и всех там громили при этом. Ну, как в фильме «Гладиатор». Ну да, где-то так. Похожие повозки. Вот теперь реконструируем ситуацию. В степях живут арии, у них все нормально. Они приручают лошадь, у них боевые повозки. Они тут все освоили, их толпа народу. Причем они не такие уже слабые, потому что если потом они через Гиндукуш, понимаете, лезут, черт знает, к черту на рога, в Индию там завоевывают, все покоряют, ну, значит, не безобидные такие, знаете, мальчики. А тут какие-то скифы с Алтая, которые едва подняли голову, там где-то, увидели ариев, иранцев, на лошадях. Говорят, а ну-ка пойдем-ка мы их вычислим, а? Ну, представьте эту ситуацию, которая длится сотни лет. И арии видят, что-то какие-то там с востока лезут, да, там из Сибири, да. И говорят, ну, елки-палки, они не лучше ли нам уйти, а? И завоевывать Индию. Может, они на слонах были? Арии? Тюрки. Ну да. Точно, да. На слонах, да. Вот. И тюрки, которые ничего не понимают в коннице. Тюрки, которые видят, что конь вообще домашнее животное, только с подачи ариев, да. Да, кажется, можно было ехать. Да, вдруг, значит, как только нападают, да, как только их там сметает, арии бегут, а потом тюрки дык-дык-дык-дык-дык, и все, оказывается, конные. Понимаете, вот арии, причем и арии конные, потому что, ну, те же скифы на коне, ну, если это иранцы. Это, они, значит, тоже умеют на конях ездить. И получается, арийская конница, там иранская конница, она вдруг бежит от таких, знаете, пеших тюрков почему-то и разбегается везде, где только может, и в том числе на юг, и в Иран нынешний. Слушай, ну не бред ли, а? И дополнительным аргументом к этому служит то, что, ну опять-таки, это общее место, как бы во мнении историков, может быть, оно так очень четко не формулируется, но если брать, ну, как бы обыденное сознание, просто обывателей, это, то, что я сейчас скажу, само собой разумеется. Вот сейчас скажу, услышите, что скажу, и скажу, да, действительно, все так и думают, ну, практически думали, по крайней мере. Так это и среди ученых так, что тюрки это монголоиды. И вот тут как раз вот оно все и происходит. Арии европеоиды, иранцы европеоиды. И, значит, вот они на конях, они молодцы, а там какие-то монголоиды, тюрки с Алтая там, или с Сибири вылазят, и вот, значит, их там разгоняют. Потом, когда мы смотрим уже на тюркские цивилизации и культуры, мы видим, что вот это коневодство массовое, потому что, конечно, у тюрков не только кони, это и те же самые крупный рогатый скот, и там, бараны, и всякое такое, да, дополнительно. Но прорыв, настоящий прорыв в тюркской культуре и в военном деле, которым обеспечил, уже говорил сегодня, на тысячелетие преобладания над европейскими армиями, над армиями земледельческих народов, не только европейскими, это было как раз массовое коневодство. И, что очень важно, питание. Точно так же, как земледельцы для себя нашли решение в том, что можно выращивать, ну, там, разные виды зерна, и получать гораздо больше продуктов, чем там на охоте, там, на рыбной ловле и так далее. Благодаря этому произошел демографический рост земледельческих народов, расширение этих, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понятно. Все слышали. Но у кочевников то же самое. По сути говоря, с тех пор, как они приручили лошадь, и эта лошадь, обратите внимание, те же скифах там говорят, ее не только на ней ездят, но еще и мясо едят. Это огромный прибыток продовольствия, которого раньше не было. На охоте ты столько не поймаешь. Опять-таки, именно это дает огромный скачок роста населения. То есть детей есть чем кормить. То есть есть, ну, вот эти же юрты, опять-таки, шкурами и так далее. Да? Это создает вот эту, же это совершенно верно, дает огромную мобильность, ты там за считанные там, сутки можешь огромное расстояние пройти, грузы перевести, армии создает вот эти и так далее. Причем сам образ жизни кочевников на коне с утра до ночи, да, лук это не только воинское оружие, это прежде всего оружие обороны от волков, от диких зверей, там защита этих и так далее. Да. Его хозяйство делает его воином. Поневоле.
дает первоначальные очень важные воинские навыки. И вот если это все у ариев, ну, ребят, еще раз ответьте мне на вопрос. А что они все ломанулись от тюрков, у которых этого всего не было, которые только на них там сбоку смотрели? Еще и варвары. Еще и варвары. К этому я добавлю, что в очень древних языках, ну, один из самых древних, шумерский, а вспомните, где жили шумеры, это Месопотамия, Тигр, Евфрат. Это куда, там сказать, западнее и Юго-западнее, да? да, юго-западнее и там западнее того же Ирана. Так вот, последних десятилетий лингвистические исследования показали, что в шумерском языке, представьте себе, ну действительно, как-то слишком уж большое количество тюркских заимствований. Так, черт возьми, Шумер это 2000 лет до нашей эры. Даже больше, по-моему. Даже больше, да. А вот с точки зрения, так сказать, зрения, что первые кочевники, первые конники и так далее, и скифы, а скифы это уже совсем недавно, кемерийцы по сравнению с этим временем недавно, это все еще иранцы, а тюрки где-то там, монголоиды на Алтае. А как же так? От Ефрата до Алтая сколько, елки-палки? Или они специально туда этих учиться посылали? Торговые пути. Кто нам там шумерский язык, там какие-нибудь тюркские слова принесет, чтобы мы там где-то все записали? Не надо полагаться на мои слова. Есть прекрасная работа казахского ученого. Ну, это человек широкого профиля, он и ученый, он и поэт, он и историк, и филолог, он и политик, Алжас Сулейменов. К счастью, он жив, ну, правда, уже очень старый. Он одно время был послом Казахстана в Италии, по-моему, потом что-то в ЮНЕСКО работал, до сих пор жив этот человек. Он в 1973 году написал книгу, которая называется «Аз и я». Азия. Книга волшебная. Ее раздали на каком-то съезде тюркологов советских еще в Алмате, которая была. И эту книгу запретили на десятилетие в Советском Союзе. Потому что там первая половина книги, примерно 100 страниц, посвящена разбору слова полка Игореве, где он настолько раскладывает, что было на самом деле. Игорь не был никаким ни освободителем, ни патриотом земли русской. Он спровоцировал войну между половцами и русскими, не имея для этого никаких оснований. Кто не верит, читайте книгу. Кто не верит тому, что написал Алжас Сулейменов, хотя он там разобрал, как один там отзыв был, с неприятнейшей дотошностью всю эту книгу, всю эту историю. Это тоже очень важно в контексте, может быть, каких-то наших будущих встреч, понимания взаимоотношений половцев там с другими народами. Прочитайте ее. Прекрасным языком написано. А в интернете есть? В интернете есть, ее можно и заказать, и купить, и в свободном доступе есть в интернете. Азия, Алжас Сулейменов. А вот что интересно, вторая половина книги этой же посвящена взаимодействию между тюрками и шумерами, где он как раз и проводит анализ, как тюркские слова появляются в шумерском языке. Ну, это одна из предпосылок, значит, если принять во внимание все, что я сказал, что у ариев и уранцев должен был быть огромный военный перевес над любыми там попытками вылезти на эту территорию, и если они на самом деле занимали прекрасную такую степную и лесостепную полосу, на которой, обратите внимание, чем сейчас гордятся? Украинские черноземы, кубанские черноземы. Идеальная да, идеальные, поскольку арии считались как бы земледельческим преимущественно народом, да, а тут еще у тебя и кони. Ну, о чем мечтать? Какой тебе Иран, какой Гиндукуш? Зачем он тебе сдался? Не работает, не ложится. Так вот, на основании этих некоторых других вещей сейчас появляется альтернативная теория происхождения тюрок. То есть, тюрки, ну, прототюрки, они народ, который сложился, ну, скажем так, условно в Черноморско-Каспийском регионе. Ну, не народ, опять вот я боюсь этого слова, потому что племена, роды, этнос. Именно они приручили лошадь,
потому что есть две диких лошади. Одна лошадь Пржевальского, это там действительно в Сибири, Саяны, всякое такое. Ее только там в 19 веке открыли, описали, но она так и не подавалась приручению. А другая, еще до конца 19 века, начала 20-го на Северном Кавказе жила дикая лошадь, насколько я понимаю, к сожалению, все перебили тоже. Ну, охотились нафиг. Вот. Тарпан. Это слово есть и в крымстатарском языке. Дикая лошадь. И она жила именно в этом регионе. Она жила не на Алтае. Именно в этом регионе. И именно название этой лошади есть в нашем, в том числе и в других тюркских языках. И именно здесь, не в каком-то отдельном месте, там, а вот на этом пространстве, произошло домашнее лошади. Это вы имеете в виду Краснодарский край, Крым? Ну, не только, да. Это же может быть и Кавказ, и, допустим, и Оренбургская область. Вот все это пространство, потому что природные условия похожи. И там же тоже в то время интеллектуальное право, как бы, собственность не защищалось нигде. Да. Ты приручил лошадь, соседи посмотрели, там, так сказать, тоже попробовали. Через 100 лет все умеют. Вот. Это прибавляет еды, это создает вот эту новую армию. Ну, это понятно. Да. И как раз вот западная сторона Волги, Волжского побережья, вот эти степи, они куда более обильные водой и растительностью, то есть тут достаточно для того, чтобы прокормить скоты. А Казахстан, нынешний в том числе, это так называемая аридная зона, то есть это засушливая относительно зона. И, скорее всего, первая миграция прототюрок шла не с востока на запад, а с запада на восток. Когда здесь перестало хватать земли в любом случае. И пришлось осваивать и засушливые районы, полузасушливые районы. И дошли и до Алтая в самом деле. Когда это было, очень трудно сказать. Но так, если вот представить, это, наверное, могло быть 3000 лет назад. Как раз когда шумерские вот эти контакты с шумерами, и, может быть, чуть раньше. И вот уже дойдя до Алтая, скажем так, европеоидные тюрки, скажем, преимущественно европеоидные тюрки, сталкиваются с местными сибирскими народами и начинают вовлекать их в свою орбиту. То есть, я немножко грубо скажу, сексом заниматься. Это не означает, что обязательно всех насиловали. Нет, всегда речь шла о том, что нужны женщины, нужно с кем-то заключать союзы, династические браки. Кто-то там оседал, кто-то там еще что-то. А вот тут начинается другая интересная вещь, тоже связанная чисто с природными факторами. Дело в том, что монголоидный ген, он доминантный. Я по этому поводу, я это помню еще со времен школьного учебника по биологии. Я попытался посмотреть, значит, как это объясняется и так далее. Может быть, в каких-то очень серьезных исследованиях это есть, до которых у меня там руки-ноги не дошли. Но то, что я просмотрел, что такое доминантный ген? Это ген, который в случае смешения генетического, он начинает проявляться активнее, чем рецессивный, снятый ген. Там есть очень сложные биологические механизмы. Это сейчас я разбирать не буду. Факт, так сказать, внешний факт заключается в том, чтобы было понятно всем, что если монголоидный ген однажды попадает в генетику, то он постоянно проявляется. И, скажем так, в следующих поколениях детей, внуков, правнуков и так далее, условно говоря, количество монголоидов, вот в этой смешанной, межрасовом таком смешении, оно по внешнему виду будет преобладать над европеоидами. То есть, если это 10 детей, из них может быть там 2 европеоида, 3, там, 4 смешанного такого типажа с налетом, 4 более близких монголоида. Это точно так же, как с черным цветом кожи. Как появилось цветное население в США, как в других там латиноамериканских странах. Самое интересное, что тут, и это, кстати, многие мы знаем по своим семьям и по своим родственникам, что близкие кровные родственники в одной семье могут рождаться дети, если 1 или 2 ребенка, или 3, это не так видно. Но если это 10 детей, то начинает вот эта статистическая закономерность проявляться, что в одной и той же семье может быть ребенок такой, достаточно заметный монголоидными чертами,
а другой совершенно европеоидный. Или вообще рыжий голубоглазый. Как же так? Одни и те же папа, мама, они как бы выглядят, как они выглядят, а вот в детях, во внуках, в правнуках, в прапраправнуках это А все вопросы выражается. возникают, да? Да. Нет, я к чему? К тому, что то, что в более позднее время тюрков связывали с монголоидностью, связано как раз с тем, что на достаточно древнем этапе, Мгм. Давно заложили да, камень. европеоиды сошлись с монголоидами, и вот этот монголоидный ген, он стал проявляться в тюрках везде. Понятно. Соответственно, те тюрки, которые двинулись еще на восток дальше, они еще больше смешивались с монголоидами. Кроме того, возможно, шел процесс ассимиляции. У тюрков-кочевников был, ну, на первых порах, пока они как бы еще вот только-только появились, с кем-то соприкасаются, более высокий тип хозяйствования, более высокая культура. И получалось, что какие-то народы, ну, стоящие на уровне, там, скажем, охотников и так далее, они как бы присоединялись туда, с ними сожительствовали. Но потом, перенимая их культуру и язык, они тоже становились тюрками, хотя первоначально могли, и при этом продолжая оставаться монголоидами. И поэтому вот если сейчас брать спектр тюркских расовых типов, то если посмотреть турок, азербайджанцев, гагаузов, крымских татар, часть, кстати, казанских татар, то тут, Казахи. стоп, то там совершенно не проблема встретить абсолютно европеоидное лицо. Причем тоже разного типажа, начиная там от североевропейского какого-нибудь, да, там типа немецкого, ну и больше, конечно, такого, ну, средиземноморско-кавказского типа такого, смуглый, там, горбоносый, или там прямоносый, черные глаза, карие и так далее, и так далее. Но явно европеоиды, то есть они никак не ложатся в монголоидную версию. Но чем восточнее, разумеется, да, казахи, киргизы, там, узбеки и так далее, тем больше монголоидов. Почему их больше? Их больше не только потому, что монголоидный ген проявляется, но и потому, что западные тюрки перенесли наибольшее потрясение в последние столетия. Восточных тюрков в такой степени, в таких количествах не уничтожали, как западных до поры до времени. Потому что именно на территории западных тюрков, при Черноморских степях, на территории Золотой Орды, происходили основные войны последние столетия, где как раз проигравшая сторона, это все время были татары, тюрки, теряли. Ну, то, о чем я рассказывал, в том числе вот про генотип крымских татар в прошлый раз. То есть, или они вынуждены были бежать, или их просто убивали, и поэтому получается, что европеоиды в тюрков как бы оставалось все меньше и меньше, потому что именно они жили на Западе. Теперь возвращаемся к скифам. Что мы видим? Среди ираноязычных народов, внимание, но я обыскался, не нашел тех, кто пьют кобылье молоко, кумыс и едят конину. Более того, не все тюрки это делают. Ну, допустим, анатолийские турки, там, туркмены, азербайджанцы тоже его не едят, не нравится, не любят. В некоторых европейских там, странах и культурах это считается даже, ну, как бы таким недопустимым вообще едой. Ну, как собачатину Ну, предложить. друга Там, убили. Друга. ну, там, или еще что-нибудь так. Не, ну, где друга, где не друга, просто несъедобно. Ну, он собака друг человека, что ее все едят, что ли? Там, вот корейцы едят. То есть тут какие-то другие механизмы включались. Я не исключаю, что тут еще шла речь именно о различиях между северными степями, ну, условно северными, и югом. Потому что наибольшее количество лошадей могло жить именно в евразийских степях. Это север. Именно, да. То есть там их было так много, что, грубо говоря, не жалко было и поесть. Вот. А в южной части А уже со в таких скудностью количествах... не связано? Что? Со скудностью не связана пища? Но я об этом и говорю. Нет, что значит скудность? Из конины делают колбасу, ее варят, ее Ну, жарят, помимо еще коней, что-то. что-то А еще. ну, все и говорю, конь был в этом смысле основной. Не единственное, я же не говорю, что только. Кто-то ест верблюдов, кто-то не ест верблюдов. Ему также отвратительно, и такое бывает. Вот. Но речь идет именно о конине. Так вот теперь говорим о тех народах, которые претендуют на то, что они потомки скифов. Ну, например, общее место это осетины. Вот, дескать, северокавказский народ, осетины, иранцы. Именно они потомки и скифов, и потом асов, и потом алан, и сарматов. Вот они все это осетины. Потомки всех, короче. Потомки всех, да. Ну, а почему всех? Потому что это все как бы ираноязычный народ. Ираноязычные кочевники. Но нет в осетинской кухне ничего из конины или из кобыльего молока. Нету.
Ну, просто А нету. И в все легендах скифы, да? нету. Все скифы ели, все 7 племен Ну, ели. опять-таки, я каждого не рассматривал, но, по крайней мере, то, что античные источники позволяют судить, насколько, да, это их типичная еда была. Но при этом надо понимать, что ну, допустим, у крымских татар, вот когда говорят татарский конь, даже сейчас среди нас не все знают, что у крымских татар было несколько пород коней. Причем специализированных, Ну, так 2 как сказать. минимум. 4. Ну, как минимум. Вот. А у казахов их еще больше. И у казахов есть специальная порода коней, которые предназначены на еду. На еду, да, да. Вот. И поэтому их не обижал. Вот они на тех ездят, на военные Ну, и походы, а собак, этих кстати, не едят. всех едят. Ну, Справедливости ради сказать. давайте не отвлекаться. Согласен я с этим, да. Вот. То есть речь так не только осетин, у иранцев, у афганцев, там, у них есть кочевые народы, которые конями широко пользуются. По сей день, в отличие от нас, они сохранили многие такой кочевой, полукочевой образ жизни, никто не ест коней. А чего это вдруг? Другая, значит, вещь, которая, ну, дескать, скифы, был такой в 20 веке филолог, знаменитый Василий Абаев. Он осетин. И он написал такую классическую работу в 54-м, 52-м году. Скифо-европейские изоглосы, то есть созвучия. И, во-первых, он у него отправная точка, что скифы это иранцы. Осетины тоже иранцы, осетины это скифы, и поэтому, значит, вот он сопоставлял осетинский язык с европейскими языками, индоевропейскими языками, и находил там параллели. Слушайте, ну вопросов нет. Безусловно, осетины индоевропейский народ. Какой вопрос? И найти параллели между там осетинскими и корнями, и произношением, ну и чем угодно, грамматика, наверное, с какими-то европейскими языками, ну, конечно, найдешь. Действительно, это из одной общности языков. Но это вовсе не означает, что осетины потомки скифов. И что скифы были иранцами. Вот одну причину, очень важную, которая идет через века, через тысячелетия, я назвал. Ну, допустим, национальная кухня – это один из самых, как это сказать, консервативных. Устойчивых. Да, устойчивых. То есть человек может как угодно одеваться, какую угодно музыку слушать. А любит чебуреки или пиццу, понимаете? Вот. Так на него посмотришь, ничего в нем национального нет. А вот чебуреки любит или хатык. А все остальное за кого угодно можно его взять. И то же самое там, или японец, да, но его там опять внешность выдаст. Но тем не менее, он будет есть суши, независимо от того, где живет, там, допустим, и в какой стране, кем себя считает. Он японского языка может не знать, а есть суши все еще. Вот. Поэтому это важный аргумент. Второй, вот насчет названия скифов. Вот как раз Василий Абаев, кстати, про него как-то читал, что его включили в список для расстрела при Сталине. Ну, тогда всех стреляли, до кого руки доходили. Сталин, утверждая этот список, вычеркнул его имя, сказал, это хороший человек, не трогайте его. Вот. Так вот, он написал вот в этой самой своей работе, что, значит, скифы это вот какое у него происхождение. Последите за логикой, что называется, следите за руками. Он нашел в языке одного из германских племен. То есть это даже не общегерманская позиция, а в языке одного из германских там племен, которые там дошли, что скутья означает, ну я возможно неправильно произношу, потому что я же не знаю, как эти германцы разговаривают, что это означает стрелок. И вот, значит, у него теория. Как замечательно, действительно, что лучше придумать для этого народа, как стрелки. И вот германские соседи стали называть... Он вообще в каком состоянии был, когда это писал? С каких пор германцы стали соседями скифов? Я вам скажу, они были соседями. Знаете, с какого? Ну, примерно с начала нашей эры. Почему? Потому что остготы, будущие остготы, тогда просто готы, они спустились из Скандинавии через нынешнюю Польшу вплоть до Днепра, и на правобережье Днепра, там, где сейчас Киев, ну вот это все, вот западнобережная Украина, там не было славян. Там до 2-3 века жили германцы. И только германцы, готы. А вот на левобережье действительно жили скифы. Но, ребята, это наша эра.
Дальше рассуждает Абаев, говорит, вот соседи там скифов германцы, их назвали там скути, вот стрелки, да. Сам же задает вопрос, а как, дескать, это к грекам-то попало? Он говорит, оно попало к грекам через Дакию. Дакия это там, где сейчас Румыния. То есть через Балканы. Дошло до греков, и вот, наконец, греки их тоже начали называть скифов. С ума сойти, как убедительно. Греки живут со скифами нос к носу, эллины, как минимум с 5-6 века до нашей эры. Просто не знали, как назвать. по-моему. Да, ну вот так вот как-то. Вон те самые, вот пальцем показывают. Вон те вон там, Ну, вот за они, поворотом. Ну они да, вот- отворот налево, да. Вот. Потом, значит, где-то в начале нашей эры появляются германцы, Точно. смотрят, говорят, а что вы их назвать не можете? Стрелки они. Стрелки они. Но только мы вам об этом не говорим, мы сейчас дакам сообщим, они вам потом расскажут. Слушайте, ну абсурд полный. То есть греки со скифами живут уже несколько веков бок о бок, торгуют, воюют, все, что хочешь. Вот. Потом откуда-то появляются германцы, оказывается, объясняют грекам, причем не напрямую, а вот там передал. Вы расскажите грекам в Афинах, что вот те, которые рядом с ними живут, это скифы. И потом, послушайте, я не случайно начинал о киммерийцах, изображениях как конных стрелков. Вот то же самое. Греки встречаются с киммерийцами, на греческой вазе изображен лучник, киммериец. И вдруг они, значит, думают, блин, слушай, не. А как назовем-то вазу, да? Да ладно, вот да, как вазу. Вот, а вот скифы это стрелки. Это вот действительно стрелки. Это вам не просто так. Вот. Ну, слушайте, ну, такой же абсурд, как про тавров быков. Кстати, по этому поводу хотел еще немножко сказать. У нас в языке, в тюркских языках есть слово тувар, которое, с одной стороны, обозначает крупный рогатый скот, то есть и бык, и корова. И второе слово мал. Но и слово мал, и слово тувар, оно обозначает одно значение слова. Это крупный рогатый скот, а другое значение слова это товар, имущество. Это отражение вот той поры, когда действительно предки, ну часть наших предков была скотоводами-кочевниками, и которые в основном, основным, так сказать, предметом для бартера, для обмена с земледельцами и со всеми остальными был крупный рогатый скот. Отсюда и русское слово товар. Товар. Но теперь представьте себе, что какие-то предки, предположительно там тюрки, да, говорят, быс туварнус. Ну, слушайте, это, по-моему, перебор. Надо в контексте разбираться. Это если какой-то народ готов себя назвать товаром или крупной рогатой скотиной, ну, ладно, это я просто к слову, сейчас это не самое важное. Дальше, что интересно, ну, вот тут я ручаться не могу, но в последних исследованиях я читал, что посвященных вопросу, что даже наше представление о том, что греки называли вот этот народ скифами, ну, якобы тоже искажение. Неправильное воспроизведение с греческого. Ручаться не могу, потому что я не филолог, но то, что действительно установлено, ассирийцы называли скифов ашкузы или ичкузы. И поразительным образом это созвучно слову, которое все знают и в истории, и даже сейчас. Это слово гуз или уз. Это раннесредневековые тюркские племена, которые тогда уже, ну это уже позже этой эпохи, жили на территории нынешнего Казахстана и соприкасались, в том числе и с хазарским каганатом, это их восточные соседи, и с югом, с Ираном соприкасались гузы. Так вот, в ассирийских летописях они называются, там, в хрониках называются ишкузы. Причем ишкуз это ич, внутренний куз, ашкуз это внешний куз. Гузы, агузы, тюрки.
Еще одна интересная вещь. В 1969 году в местности Ыссык в Казахстане нашли примерно 5 века до нашей эры захоронение сакское захоронение. Саки это вот тоже одно из названий как бы скифов, восточных скифов, якобы иранцы, там, ну, всякое такое, да. И в числе прочих предметов там нашли золотой такой доспех. Человек был похоронен в золотом доспехе, там, по-моему, 19-20 лет парню такой. Просто из золота сделанный. Шлем там, кольчуга, латы, всякое такое. И серебряную чашу с непонятной надписью на ней. Над этой чашей бились, кто что только не предлагал. Наконец, в 2014 году, совсем недавно, азербайджанский специалист Заур Гусейнов расшифровал эту надпись. Причем, что я скажу? Он ее расшифровал, что тоже очень характерно, используя древнетюркское руническое письмо. Почему говорю используя? Почему сразу в голову не пришло? Это отдельная история. Один из шведских специалистов расшифровал руническое письмо тюркское, так называемую надпись Культигина, которая в Сибири находится на стеле, в свое время догадавшись, что это тюркское письмо. Там пытались его, не получалось. Как только он был человек широких взглядов, он взялся за это, почему бы не тюркское? И у него все пошло. И это теперь никем в мире не оспаривается. Но то, что называется надписью Культигина, это 5 век нашей эры. Нашей. И это руническое письмо, это письмо через 1000 лет после того, как вот был захоронен вот этот сакский принц. Поэтому это не совсем то же самое. Это нужно было тоже к этому прийти. И получилась такая надпись. Дорт был куз санглы ир уч юз иг анта и чир. Язык тюркский, но не наш. И даже не времени Культигина. Это еще 1000 лет до этого. Переводится он на русский таким образом, что племена 4 сторон света оплакивают сынглы, и 300 человек пьют клятву о нем. Тут как бы не все понятно с самого начала. Что такое сынглы? Дело в том, что когда знакомились с мифологией скифов, которая теперь уже тоже более-менее известна, выясняется, что Геродот и другие античные историки описывают страну скифов как, условно говоря, прямоугольник. Реальность это, конечно, не соответствует, но был такой образ. 4 стороны. Скифский царь всегда окружал себя с 4 сторон. Царь – это опять нынешнее слово. Вождь, хан, каган, бек. Окружал себя с 4 сторон воинами. Сынглы – это не то же самое, что буквально, но в китайских, опять-таки, летописях той поры упоминается, что скифы поклонялись богу войны, и символом бога войны был меч. Сначала бронзовый, потом металлический. Извините, не металлический, а железный, стальной, вероятно, да? Вот. И этот меч в китайских рукописях называется чунхло. Учитывая, что языки разные, народы разные, и учитывая, что в тюркских языках тоже есть языки, в которых не чередуются, как это сказать, соответствуют друг другу звуки «с» или «с» и «ч» или «щ». Вот. Например, по-казахски хорошо «жахсы», а по-нашему «яхше». То сынглы и чунглы – это практически одно и то же. А чунглы они описывали как раз предмет поклонения скифов. И у скифов была
традиция, о которой тоже Геродот пишет, подкреплять клятву, когда они о чем-то договариваются, распивая вместе вино. Но в этот кубок с вином, ну, понятно, там пили не чтобы напиться, это был ритуал. Судя по всему, это было довольно большое какое-то там, потому что не один человек опять это делал. Туда клали оружие внутрь него. Но и, то есть меч опускали, если ты выпил из кубка с кем-то вместе, погружен в него мечом, значит, ты договорился о чем-то. Там, о союзе, там, или наоборот, о мире, войне, там, или еще что-то, о каких-то совместных делах. По этому поводу есть хорошее как бы, замечание в интернете, информация. Вот попробуйте посмотреть, значит, поискать, и там не одну заметку встретите, что золотой человек из ССК. Наберите, и тоже достаточно много вылезет. Заур Гусейнов, он сотрудник Академии наук Азербайджана, то есть это не человек с улицы. Он по этому поводу проводил пресс-конференции и так далее. Наконец, еще одно интересное соображение. Многие, наверное, слышали выражение «Туран». Более того, даже существуют какие-то общественные движения, там, культурные движения, иногда даже такое выражение употребляется, пантуранизм, которое обычно связывают с тем, что Туран – это обобщенное название страны тюрков. Страны тюрков в иранских там, источниках. Ну, я скажу, что есть два взгляда на вещи. Одно, что Туран – это на самом деле связано вот с самим словом тюрок. Но, опять-таки, в последнее время сторонники как бы вот иранского такого, они настаивают, что даже само слово «туран» – это не тюрки, а как бы потом уже приспособлен под тюрок благодаря созвучиям, благодаря тому, что созвучно, и тюрки сами стали как бы к себе это прикладывать. Но, дескать, первоначально слово «туран» – это все-таки чисто иранское слово, которое, опять-таки, относится к северным тюркам, которые живут на северном берегу Амударии и дальше, от Ирана подальше. Честно, я не могу сейчас сказать, так или так. Исходя из того, что, на мой взгляд, вот по всему, что я в истории по этому поводу читал, и по логике событий, все-таки не средиземноморские, а евразийские степи, они, ну, по крайней мере, в значительной части были населены тюрками или прототюрками, которые как раз и приручили вождь, и стали кочевниками-скотоводами, создали конные армии, и все, и все, и все, и все, включая скифов и кемерийцев. Но я тут скажу другое. Дело в том, что самоназвание осетин на Кавказе, Ирон. Понимаете, Ирон. А учитывая, что вот сейчас даже забудем о том, тюрки – это Туран, или просто тоже разновидность, так сказать, иранцев, но Туран, учитывая то, что я говорил раньше, что иранские цари, шахи, воевали со скифами, и сами они были Ирон, иранцы, а осетины живут на Северном Кавказе, который входил в зону Турана, именно по иранским источникам. И население обобщенно той зоны называли Туран, Тур, то вот самоназвание осетин никак в это не ложится. Независимо от того, Туран это, собственно говоря, действительно тюркское как бы, да, слово. И это иранское слово, но относящееся к этому региону. Потому что осетины живут в регионе, который иранцы назвали Туран. Поэтому живущие там люди не могут себя назвать Ирон. Ну, я не хочу сейчас обсуждать этногенез осетин, потому что там есть разные тоже споры по этому поводу. Я вообще не хочу задевать этот народ, ну, как-то его обижать или там, принижать ни в коем случае, потому что какой бы ты ни имел происхождение, откуда бы и так далее, ты ничем не хуже других. Это абсолютно ясно. Я сейчас говорю только о том, что анализ аргументов, которые пытаются отождествить скифов с иранским народом, нынешним осетинами, как его потомками, но не связывается. Более того, есть даже, скажем, такие аргументы, которые лежат абсолютно в сфере иранской филологии. Вот, опять-таки, уже после Абаева, совсем недавно, такой автор есть в Российской академии наук, Куланда.
у него тоже есть статьи в интернете, где он говорит, что по его исследованиям там и так далее, осетинский язык относится к западно-иранским языкам, а язык каких-то вот, как он решил, там, саков, массагетов или скифов, не саков, массагетов, а именно скифов, он относится к восточным иранским языкам. То есть язык нынешних осетин, если даже он и у скифов иранский, то он точно не из этой зоны. Ну, еще один взгляд на вещи. Абсолютную точку жирную ставить тут трудно. Я сразу сказал, что мы сможем пролить только какой-то свет, а не абсолютный. Но у меня есть по этому поводу своя версия или гипотеза, если хотите. Безусловно, зона евразийских степей – это зона контактов между тюрками и иранцами. И эти контакты в древности, они, конечно же, не происходили, как сейчас на государственной границе. Ты подходишь, здесь тебе пограничники встречают с этой стороны, паспорт смотрят, прошел 200 метров там, или 10 с той стороны. Да? Тут вот эти, там те. Конечно, этого нет. Конечно, там была через полосица. Конечно, там были зигзаги. Учитывая особенности хозяйствования той поры и образа жизни, и учитывая, что до поры до времени, во всяком случае в восточных обществах, вот такого биологического расизма, как в западных, не было, что люди другой внешности не вызывали отторжения, а женщины даже нравиться могли, то процесс этот смешения вот в этой полосе, он вполне мог происходить. Причем, конечно, и смещения какие-то могли быть. Это зависело от изменения климата. Если засуха, все ищут, где вода, как-то туда сдвигаются. Если, скажем, обильные дожди, да не один раз, там, а 20 лет подряд, то тоже картина меняется. Там, где не жили, появились. Ну, на Орал посмотрите. То он высыхает, то он наполняется, то еще что-то. Такие вещи происходили, соответственно, происходило перемещение людей, но которые придерживались одного типа хозяйствования. Есть интересная работа, тоже связанная со скифами, которая говорит о том, что многие днепровские пороги, которые сейчас по Днепру идут, где никаких славян, как я говорю, не было, где-то до 6-7 века нашей эры, по крайней мере, они очень хорошо объясняются, исходя из иранских языков. То есть там вот название, которое сейчас сохранилось, но никто не знает, почему он так называется, как абракадабра звучит. Если приложить с иранскими языками, то получается, что это описание там двойной порог, там, или камень большой, или еще что-нибудь такое. Вот. То есть нельзя исключать, что иранские языки в древности где-то на территории были. Но мне кажется, что вот эта ситуация с киммерийцами, скифами, она как бы вот сначала и до конца необъяснима вот при одном подходе. Если киммерийцы и скифы считаются альтернативно либо иранским народом, либо тюркским народом. И только. Категорично имеете Да. в виду. Посмотрите, что, о чем мы говорили в прошлый раз, что происходило во всех частях мира, в том числе и здесь, особенно на такой территории, как степь. Куда хочу, туда иду. Если у меня там нет врагов, или я как-то договорился, что бы мне здесь не пожить? С моей точки зрения, и киммерийцы, и скифы – это такая тоже микс, который отчасти состоял уже, как бы, условно говоря, из метисов, отчасти мог состоять из каких-то племен, о которых говорит Геродот, что они все разные, говорят на разных языках. Он мог сказать, вот тут как бы тюркское племя скифов, вот тут опять надо понимать, что тюркское это слишком не точно. Тюрки это позже уже, слово более позднего времени. Прототюркский. Да, прототюркское какое-то. А это может быть, да, какое-то иранское, какая-то часть там ариев, почему бы нет, тоже пришла и поселилась там. А может, и действительно где-то на границе, может, они научились, может, они вместе коней приручали в это время, когда это все А происходило. что их объединяло, эти разные племена? Сейчас скажу, интересно их объединяло. Их объединяли, вот когда мы говорили о том, что такое народ, в прошлый раз, я начал с такого слова, которое редко употребляется именно применительно к описанию народа. Интересы. А на самом деле в жизни людей
в мире и в жизни народов интересы – это главный мотив. Если какие-то там ряд племен, смешанных, не смешанных, соседских и так далее, решили, что им, допустим, хотелось бы получить больше земли, вот они уже разрослись, им ее тут не хватает, но они уже друг друга все знают, они уже там 500 лет все друг друга перелюбили, у них уже общие дети там и всякое такое. А вон там живут вон те, которые почему-то занимают землю, которая нам очень нравится. Вот. То, значит, о чем нам не сходить их там не... Объединиться и не сходить вместе. Да. И причем, поскольку, опять-таки, ведь не, скажем, не нынешние времена, не четкой линии фронта, не там каких-то таких этих, это же было народное ополчение, да, то есть это занимало десятилетия, столетия, миграции, вот мы тут отжали, вот там получилось, там не получилось. Это раз. Вторая вещь, я сейчас, не сейчас дополню, чуть позже, вернувшись к киммерийцам. И это очень важно. А что такое, собственно, киммерийцы? Вот если по поводу скифов как бы есть общее понимание, что они себя так не называли, то у греков вот там на этой же вазе на одной написано киммериос. Ну, иос – это греческое, множественное число в том числе. А вот корень-то кимер. Вот первое, что прямо бросается не в глаза, а в ухо. Татар, булгар, кангар, хазар, авар. Кимер примерно по тому же принципу построено. То есть название древних и средневековых тюркских народов, не всех, но очень многих, построено по принципу последнее слово ар, эр, ир. Почему? Это трансформированное ир, мужчина, он же человек. Вот как в английском языке man. И мужчина, и человек, а men – люди или мужчины. Вот здесь похожая ситуация. А вот первое – хас, буг, тат и так далее. Это то, что выделяет этот народ. То, что создает, собственно, его. То есть, такие-то люди, вот обратите внимание, слово халх, ну, в нашем языке сейчас, которое переводится как народ, оно, ну, как бы вот такое целостное. Вот народ и все, да, в целом. Но ведь мы же уже говорили, что народ сам тоже непростое слово. Ну, на английском people там еще идет от латыни там и так далее, еще как-то. А логически это люди, вот такие-то люди. Ну, грубо говоря, красные люди, зеленые люди, черные люди. Какие-то конкретные люди. Да. Так вот, кхмер. Есть, учитывая, что они жили достаточно давно, там 1500 тысячелетия до нашей эры на этой территории. Учитывая, что в нынешнем понимании тюрков тогда не было. Учитывая, что в нынешнем понимании тюркского языка тогда не было. Но были предки у нас у всех. Не было же так, что существовал какой-то древний народ, а все остальные где-то в воздухе витали. У каждого народа были предки. В виде людей. И один из наиболее древних тюркских языков в настоящее время – это чувашский язык. Он настолько отличается, что если при вас кто-то заговорит, ну, там, по-татарски, по-татарски, по-башкирски, по-кыргызски, вы с определенным напрягом, но все-таки сможете как бы разобрать. Если заговорят по-чувашски, вы не поймете совершенно. Как ни странно, чувашский язык понятнее в письменном виде. Почему? Потому что, если он написан, то вы можете в отдельных словах найти общие корни. И как ты что-то начинаешь эти улавливать. Предки чуваши, считается, появились в Европе вместе с гуннами, как одна из составных частей гуннов. А это уже 4 век нашей эры, то есть это тоже позже. Но это живой язык, в отличие от многих старых тюркских языков, которые, ну, тоже потерялись, нету. Так вот, в чувашском языке есть слово кюме. Кюме означает кибитка, а кюме означает повозка. И вот посмотрите-ка, кюме ир.
Произнесите 5 раз подряд. Кумир, кумир, кумир. Ничего не напоминает. Учитывая образ жизни, который, ну, тот же Геродот и там прочие античные историки приписывают киммерийцам, на которых никто не сомневается. Кочевое скотоводство. Переезд по степи. А переезд по степи. Юрты у казахов. Юрты у башкир. Юрты у нагайцев. Юрты у степных татар. Юрты у гуннов. Юрты кумер. Народ повозок. И все остальное, что они делают, вот так ложится на то, что потом столетиями, тысячелетиями делают тюрки. И в быту, и в хозяйстве, и в войне, и в поведении, и в делении на аристократию и простой народ. И сейчас еще одну неожиданную вещь скажу. Опять-таки, если меня слышит кто-то из филологов, поправьте меня, потому что я вот и пытался найти читать, и спрашивал у некоторых специалистов по тюркским языкам, но как-то вот никто мне ничего не внятно по этому поводу объяснить не мог. Я сейчас произнесу некоторые слова. Кимерде. Кимерзаман. Кимерлери. Может быть, есть, я в других тюркских языках не встречал. Я пытался найти, ну, что-то не нашел. Что такое кимер в крымско-татарском языке? Кимер-заман. Некое время. Ну, теперь уже это и иногда тоже. Кимерлери. Некие. Какие-то люди. То есть, ну, в русском языке тоже есть аналог. Там некие времена, в некотором царстве, в некотором государстве. В этом смысле, я думаю, есть все основания, если уж не твердо считать, то, по крайней мере, с серьезным основанием предполагать, что Кюмер – это прототюркский родоплеменной союз. Только что я то же самое говорил о скифах, более поздних. Ну, я не исключаю, что и киммерийцы могли быть смешанным народом. Тогда это, как и позже, было достаточно. А может быть, это и отличалось. В том, что это было одно из скифских, вот тех самых 6 племен, которые с другими не совпадали. В том числе и слишком много места заняли с точки зрения остальных. И тут еще один интересный вопрос, который в традиционной российской и советской историографии он как бы вообще не обсуждается. Потому что, я бы так сказал, что применительно к Крыму и к Восточной Европе в российской исторической науке доминирует теория геноцидов. Особенно применительно к Крыму. Что я имею в виду? Ну там, до 5 века наши эры жили такие-то. Потом пришли, и еще 5 веков живут. Ну, допустим, готы и аланы захватили Крым. Вот они там жили. Пришли хазары, все, 5 веков хазарский каганат. Хазарский каганат разгромил князь Святослав, испарился, нету. Но на этой территории живут печенеги. Потом пришли половцы, вырезали печенегов. Потом пришли татары, вырезали всех, кто тут был, включая половцев и всех остальных. Начать с того, что допустить такой вариант развития событий, ну, наверное, можно. Но тогда уж что-то прям такое совершенно уникальное, небывалое творится в вот этих причерноморских степях и в Крыму. Потому что вот такого тотального уничтожения, что называется, до последнего, были примеры в истории, были. Но нельзя сказать, что это общий тренд. И всегда. А что касается особенно тюркских народов, и особенно кочевых народов, не все тюрки кочевые, многие оседали на землю, многие зачитали и так далее, в Крыму это было, то очень часто получалось так, что какой-то народ, особенно со стороны иноземцев, которые смотрели извне на это, на все, получал название по, а иногда и сам его принимал,
по имени лидера. Ну, как, допустим, Ногай. Темник Ногай. А иногда какой-либо народ, или учтите, что в то время это всегда практически совокупность племен, вплоть до Средневековья. Это не один на самом деле народ, а это вот близко родственные какие-то там объединения людей по культуре. Причем не всегда они между собой дружат, о чем я уже говорил. Охотно воюют, в том числе в той же самой Европе. Вот. Он называется по имени тех, кто выполняет лидирующую роль в этом народе. Учитывая особенность кочевого общества, где не было такой, как бы это сказать, дистанции громадной социальной между лидерами, политической верхушкой и народом, ну, не было крепостного права, не было внутреннего рабовладения. Не было, ну, в массе какого-нибудь пролетариата бедного, который там стоя спит и есть нечего. Дистанция социальная, имущественная у тюрок всегда она была гораздо ближе, и переход в этих слоях был легче. И доминировал не один только человек, а доминировало племя или род. Мы можем это увидеть в Есей Чингисхана, например, гораздо более позднем памятнике, где, в общем, там разные вещи устанавливаются, может быть, мы о них как-нибудь поговорим, но там есть одно интересное правило, что каганами в будущей империи, ну, империя слов там нет, это же не монгольское слово, не тюркское, ну, как это переводят, в будущем государстве, каганате, могут быть только выходцы из Алтын-Урук, золотого семени. Это клан Чингисхана и его потомков. Что, собственно, потом создавало проблемы при наследовании? Кто кому наследует? Какой хан кому? Потому что тут дядя, там племянник, там троюродный, там кто-то что-то, сын, там еще что-то, и вот начинается. Мы все из этого племени, мы все можем быть каганом. Ну, пока был жив Чингисхан-то, ну, оно ладно. Пока он там своему сыну конкретному сказал, вот тебе твой луз, твой ладно. А уже в третьем поколении начались проблемы, потому что я из этого племени, и ты из этого племени. Но дело в том, что Чингисхан, я думаю, так не изобретатель этого всего, а в конечном счете у Есея закрепил многие традиционные нормы, которые существовали до него. И в частности, если какое-то племя, вот в этой совокупности племен, или род, я не знаю точно, потому что и род, и племя тоже не совсем точное название для этих явлений. Это название на русском языке, которое не отвечает 100% реальности этого явления. Когда оно доминировало, то весь народ, который шел за ними, который им подчинялся, он так и назывался. Потом происходили разные вещи. Кто-то вымер, кто-то кому-то на войне не повезло, кто-то что-то там отмигрировал. Вот. Он либо перешел в другой народ, либо здесь сменилось руководство. Другое племя захватило власть, лидерство. Это не означает, что они поубивали всех остальных. Это означает, что народ сменил название. И уже там через 100 лет уже кто-то другой пишет, по сути говоря, о тех же самых людях, об их потомках, но уже под другим названием. Опять-таки, эту часть тоже не будем абсолютизировать, потому что войны бывали. И, кстати говоря, в евразийских степях войны были жестокие, потому что вот сколько есть земли, столько и есть. Как делали земледельцы, которые лезли на чужие земли, в леса, в болото, вырубали, там, выжигали и прочее, или захватывали чужую там, земледельческие поля, убивали местное население, или охотников убивали, как белые в Америке индейцев, и же распахивали. У кочевников, строго говоря, такой возможности не было. Потому что степь, она там, где она есть, там и степь. Ты можешь, конечно, на 100, грубо говоря, на 100 километров там спилить тайгу, она в степь не превратится. Там все равно будут морозы, там все равно будет холодно зимой, там все равно нет этой воды. Поэтому, несмотря на то, что евразийские степи были огромным регионом, там ресурсы земельные, в общем-то, достаточно было тоже какой-нибудь засухи пройти. Поэтому массовые вымирания кочевников бывали. Такое случалось. Причем до последних столетий. И вот эта такая историческая игра с Фучи, она могла сказываться. Какое-то племя ослабло, другое возвысилось. И поменялись ролями, что называется. Киммерийцы не все, но превратились в скифов. Скифы, но не все, подчинились аланам. Или там сарматам где-то и так далее, и так далее. Вот Сармат, кстати, тоже. Саврамат — это якобы царь сарматов, по имени которого назывался народ.
Вот. И я думаю, что не все савроматы себя лично савроматами считают. Так, а сегодня кто может говорить о том, что мы потомки скифов? Народу там много разного. Народу много разного. И все хотят быть потомками скифов. Ну, тут вообще больших проблем нету на самом-то деле. То есть все потомки скифов. Ну, нет, не совсем так. Дело в том, что это происходило многократно. Но вот если, скажем, со времен скифов это вот отследить сложно, да, то со времен половцев, допустим, это 12, там, 11-12 век, считается, что самоназвание половцев Кыпчак. Это вообще отдельная история. С моей точки зрения, я могу обосновать, просто сейчас, наверное, некогда, и потом другая эпоха. Кыпчаки и половцы – это не совсем одно и то же. То есть кыпчаки – это, видимо, большая часть половцев, но сам Половецкий союз и общего названия, возможно, и не было. Или их все называли кыпчаками, но тем не менее там были не только кыпчаки. Вот. Половцы, то есть это не более широкое явление. Ну так смотрите. У узбеков есть значит, подразделение Кыпчак, Аргын, Кунграт, Найман. У казахов они тоже есть. У крымских татар, у степных они тоже есть. У нагайцев они тоже есть. У кыргызов они тоже есть. А каким образом? Вот они кыргызы. Крымские татары аргыны, а у нас аргыны здесь тоже есть. Вот. Они в Крыму, а Кыргызстан вон он где. И тогда вопрос, а кто потомок аргынов? Крымские татары или кыргызы? Правильно. И те, и другие. Но не в том смысле, что вот жили-жили себе аргыны или кыпчаки и превратились там в крымских татар или превратились там в казахов. А в том смысле, что какие-то средневековые кыпчаки по разным причинам разошлись по разным будущим тюркским народам. То же самое можно сказать про скифов. То есть, ну, я один пример взял. На самом деле это повторяется. Вот если посмотреть историю тюрков, то оно не один раз повторяется. Это скорее типичная такая закономерность. Вот. И поэтому потомками скифов являются многие народы. Но, опять, как мы говорили в прошлый раз, нет ни одного народа, который может сказать про себя: я вот скиф, доживший до наших дней. Только скифы, да? Да. Разные миксы с разными другими этносами в разных территориях, в разных исторических условиях давали на другие народы. В том числе и крымских татар. Ну вот то, что я хотел сказать. Спасибо, что дали возможность. Саунус, мы будем завершаться. Саунус, что пришли на Дереран. Я думаю, что кто-то для себя что-то подчеркнул, что-то узнал полезное. И, возможно, это станет первым шагом к изучению этого большого вопроса, как скифы. Нет, но это шаг точно не первый. Там целое направление в науке Тех, есть. кто слушал. А вот из тех, кто слушал, я очень надеюсь, что это поможет понять, как вообще складывался, как не просто складывался в течение веков крымско-татарский народ. Ну и вообще логику образования Да, народа. и логика образования народа, в принципе, да. Саунус.